Вся хвала принадлежит Аллаху, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду. Наш пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: радость тому, кто найдет в своей книге деяний много истихфара, молитва прощения. Я часто говорю об истихфаре, потому что видел его огромную пользу. Я видел это не только на себе, но и на других людях. Истихфар – это просьба о прощении. Когда человек просит прощения у другого, когда муж и жена просят прощения друг у друга, если между ними есть любовь, они прощают друг друга. А если отношения между ними плохие, то как бы ни просили прощения и как бы ни старались все исправить, у них не получится, потому что человек остается человеком. Даже у животного в сердце остается след. Если ударишь собаку один раз, она уже не выбежит радостно тебе навстречу. Она подойдет только тогда, когда ты дашь ей еду, потому что даже у собаки в сердце останется память о том, что ты ее ударил. Кошка тоже знает, кого бояться, а кого любить. Если в дом заходит тот, кто когда-то бросил ее, она узнает его по голосу, по шагам, по тому, как он идет, и уже готовится убежать, как только дверь откроется. А рядом с тем, кого любит, она спокойно ложится и остается. Поэтому в судный день на мосту Сират все животные, будь то овцы, козы, собаки, кошки, лошади, все, кого Аллах подчинил нам в этом мире, придут и получат возмездие за все, что мы им сделали. Так как у них нет ни языка, ни разума, в тот день Аллах сам своей справедливостью воздаст за них. Ни одно создание не останется без возмездия. Это невозможно. Но Аллах Всевышний в своей святой книге говорит, что все беды, которые приходят к нам, это следствие наших собственных грехов. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: радость тому, кто найдет в своей книге деяний много истихфара. Это не просто радость. Ведь у нас очень много грехов. Нет ни одного человека без греха, братья. Нет такого, кто бы не ошибался. Безгрешен только пророк. Чист от грехов только он один. Поэтому мы все должны помнить о своей книге деяний. На каждом нашем плече сидят два ангела, Кираман, Катибин. Куда бы ты ни пошел, где бы ты ни находился, совершаешь ли ты грех ночью или где-то в укромном месте, эти два ангела непрерывно записывают все, что ты делаешь. Но посмотри, какая милость у Аллаха. Ангел, сидящий слева, подчиняется тому, кто справа. Правый ангел главный. Когда человек совершает грех, и левый ангел хочет записать его, правый говорит ему: подожди, не записывай пока. Может быть, он покается. Вот почему великий и могущественный Аллах в своей книге сказал: если совершишь дурное дело, соверши вслед за ним доброе, и твой грех будет стерт. Аллах сам открыл нам путь к прощению. Поэтому у истихфара огромная польза. Два ангела ждут. Пусть это будет до полудня, до аср намаза. Они все еще ждут. А если мы, увлекшись миром, так и не попросим у Аллаха прощения за свой грех, тогда этот грех запишется. Но даже тогда записывается только один грех. Если человек согрешил и тут же сказал: «О Аллах, прости меня», даже по-простому, по-своему, на своем родном языке, тогда правый ангел начинает быстро записывать. Он миллион раз попросил прощения, миллион раз совершил благие дела. У ангелов не иссякают чернила. И только когда душа покидает тело, когда остановится дыхание, тогда их чернила иссякнут, и страница закроется. До тех пор они пишут без конца все, что мы совершаем. Истихфар – это великое деяние, братья и сестры. Одно только слово «астагфируллах»
Вы знаете слово «астагфируллах», которое часто говорили наши бабушки. Оказывается, они просто не знали арабского языка и вместо «астагфируллах» говорили «астагфируллах». И даже за это им благодарность. Мы должны как можно чаще произносить «астагфируллах», «О Аллах, прости меня». Некоторые из вас сейчас, может быть, торопятся. Видно, что вы чем-то обеспокоены. А знаете, почему вы чувствуете это беспокойство? Потому что грех, который живет в сердце, не дает вам услышать добрые слова. Сердце наполнено тяжелыми болезнями нафса, ненавистью к другим, гордостью, высокомерием. Например, я называю ненависть коронавирусом. Да, ненависть – это настоящий коронавирус, потому что она не успокоится, пока не убьет. По воле Аллаха мы недавно 2 дня были в Таласе. Поездка была прекрасной, нас хорошо встретили, уроки были очень полезными. А по дороге обратно рассказали одну поучительную историю. Один человек тяжело заболел. Когда выяснили причину его болезни, оказалось, что все началось с зависти к другим людям. Он мучился, дошел до инсульта и в итоге остался прикован к инвалидному креслу. Когда стали разбираться глубже, узнали, каждый раз, когда он видел успех других, к примеру, своего друга, он начинал злословить, осуждать, злиться. И вот эта зависть, эта болезнь сердца, в конце концов и посадила его в кресло. Это реальный случай. Вот почему я всегда говорю, зависть – это коронавирус. В конце концов, она уничтожает человека. Когда в сердце есть такие болезни, людям трудно слушать об истигфаре. Им не хочется его произносить. Почему? Потому что шайтан впускает в сердце свой яд. Иногда человек идет по улице и, встретив имама или муллу, старается скорее пройти мимо. Если ему скажут: брат, зайди в мечеть хотя бы на минуту, он отвечает: нет, нет, времени нет. Почему так происходит? Потому что внутри имеется яд шайтана. А когда человек начинает произносить «астагфируллах», это слово действует как антивирус. Оно начинает уничтожать этот яд. Если вы хотите очистить свое сердце, повторяйте истигфар весь день. Посмотрите на нашего пророка, алейхиссалату вассалям. Он проговаривал истигфар 100 раз в день. 100 раз. Ему говорили: «О посланник Аллаха, ведь у вас нет никаких грехов. Разве я не достоин быть благодарным и любимым рабом Аллаха?» Аллах уже простил его, а он все равно просил прощения. Давайте и мы сейчас вместе скажем «Астагфируллах». Скажем это от души, с чувством. Знаете, сейчас, в этот самый момент, это слово заставило плакать многих шайтанов, которые цеплялись за нас, сопровождали нас. А если кто-то сказал «Астагфируллах» искренне, то говорят, даже сам Иблис, отец шайтанов, тот, кто был изгнан из рая и лишен милости Аллаха, тоже плачет, потому что он трудился над тобой, годами держал тебя в грехе, заставлял совершать зина, пить алкоголь, лгать 70, 30, 40, 20 лет он держал тебя в грехах. А ты вдруг сказал «Астагфируллах», и все его старание рухнуло, поэтому он плачет. А в одном предании сказано: кто перед сном трижды произнесет слова «Астагфируллах аль-азим аллади ла иляха илля хуа аль-хайю аль-кайюма ва атубу илейх», тот заставит шайтана убежать, словно ящерицу с оторванным хвостом. Истигфар – это еще и лекарство для сердца. Если хочешь узнать, очищаешься ли ты от грехов, посмотри на свое сердце. Оно станет спокойным. Когда сердце спокойно, человеку все становится одинаково. Он видит только хорошее в людях, а плохое перестает замечать. Есть люди, которые видят в других только недостатки. Если кто-то идет, скажут: криво шагает. Если идет быстро, спешит. Если идет медленно, хромает. Как ни сделай, все не так. А тот, кто много произносит истигфар, начинает видеть в людях только хорошее. Например, если ты начальник и хочешь понять, какие люди рядом с тобой, просто начни чаще говорить «Астагфируллах». Повторяя, и ты начнешь видеть людей насквозь, их лица, их намерения. Потому что, когда грехи уходят, сердце становится чистым,
словно у праведника. Аллах любит, когда его раб просит прощения. Если ты часто говоришь «Астагфируллах», знай, что это знак того, что Аллах любит тебя. А если тебе тяжело произнести эти слова, возможно, ты находишься под гневом Аллаха, в стороне от Его милости. Если человек не может читать намаз, значит, он отдалился от взора Аллаха. Намаз, истихфар, знание – все это дается только тому, кого Аллах очищает. Когда человек очищается, его сердце становится светом, и этот свет будет виден ангелам. Каждый раз, когда ты произносишь истихфар, в твой дом входит свет, и ты становишься другом Аллаха. Тогда ангелы начинают посещать твой дом. Вспомните пророка Ибрагима, мир ему. Когда к нему пришли 3 ангелов, он обрадовался, заколол теленка и подал им еду. Но они не притронулись к ней. Тогда Ибрагим понял, что они пришли не просто так, и спросил: «С какой вестью вы пришли?» Они ответили: «С радостной вестью. Ты станешь отцом». Так и сегодня, чем ближе ты к Аллаху, тем быстрее Он решает твои проблемы. Он открывает дороги, посылает ангелов, изгоняет шайтанов и наполняет твою жизнь благословением. А ключ от всего этого в твоих руках. Произнеси «Астагфируллах». Кто хочет быть счастлив в этом мире и попасть в рай вечной жизни, пусть чаще говорит истихфар. Вот почему. Сказано: «Радость тому, в чьей книге деяний в судный день будет много истихфара». Одна добрая вещь стирает 1 грех. Если ты совершаешь обязательные молитвы, добавь к ним больше нафиль, добровольные намазы. Пусть это будут намазы покаяния, благодарности, просьбы, ночной тахаджуд. Делай их как можно чаще. Потому что в фарз-намазах всегда есть недостатки, и именно нафиль-намазы их покрывают. Не оставляй сунну. Она исправляет то, что упущено в обязательных молитвах. Кто выплачивает закат, пусть дает и милостыню, потому что милостыня покрывает недочеты заката. А если ты не можешь ни то, ни другое, улыбайся чаще, потому что в день суда мягкие, добрые и благонравные люди будут рядом с пророками. Исправь свой характер, и это уже будет твоим исправлением. Исправь свои нравы, и твоя душа исцелится. Начни получать знания, и жизнь встанет на место. Ты начнешь узнавать своего Творца. Некоторые гордятся тем, что у них 5 высших образований. Пусть у тебя хоть красный диплом, если ты не совершаешь намаз, все это не спасет тебя. Я не говорю «не учись», я говорю «учись и будь нравственным». Мусульманин должен быть впереди, успешным во всех делах. Если у тебя есть возможности, живи достойно. Не живи скупо. Не лишай ни себя, ни других. Построй красивый дом, живи в нем. Езди на хорошей машине. Одевай красиво своих детей и жен. Делай все красиво, ведь Всевышний дал тебе это. Почему же ты жалеешь для самого себя? Береги свое здоровье, пока не заболел. Нет смысла зарабатывать деньги, ни с кем не делясь, а потом, когда у тебя появится опухоль или рак, носиться с ними по больницам. Если все получено халяльным путем, расходуй это правильно, на дозволенные, добрые дела. Не проводи все время в Дубае, съезди лучше на умру. Не устал ли ты постоянно ездить в Анталию и смотреть на полуголых женщин на пляже? Каждый год снова туда же не надоедает? Чудно, что тело человека никогда не насытится удовольствиями. Не забывайте, тело всегда устает. Даже если ты отдыхал 20 дней в Анталии, все равно придешь домой и рухнешь от усталости. Разве ты не отдыхать туда ездил? Тело будет уставать всегда, пока не очистится твоя душа. У меня есть один брат, раньше, как только он меня видел, сразу гнал прочь. При встрече говорил: «Только не начинай свои нотации». И даже не хотел подпускать меня к себе. А потом, по воле Аллаха, он поехал на 3-дневный да'ват, вернулся и сказал мне: «Ты, оказывается, глупец». Я удивился: «Почему?» Он ответил: «Почему ты раньше не сказал, что это такое счастье?» Хотя у него было все: богатство, поездки, отдых за границей, но только там он впервые почувствовал настоящее спокойствие. Оказывается, пока не успокоится душа, тело никогда не найдет покоя. Мужчина, у которого нет внутреннего покоя, вечно ищет новых женщин. Женщина с беспокойной душой никогда не насытится ни мужем, ни домом. Сколько бы у тебя ни было, если душа пуста, тело не будет радоваться.
Таков закон. Вот для этого и существует религия. Для этого пришел пророк. Для этого был ниспослан Коран. Для этого есть ислам. Религия – это покой души. Если ты живешь по вере, ты самый счастливый человек. А кто ищет счастье вне религии, тот заблудился. Без религии никак. Когда видите тех, кто совершает намаз, стыдитесь того, что сами не можете молиться, как они. Стыдитесь того, что не можете, как они, ходить в мечеть. Это действительно должно вызывать стыд. Это то, от чего хочется опустить голову. Но стыдиться нужно не их, а Аллаха. Скажи: «О Аллах, я не могу молиться, как они. Прости меня и направь меня на Твой путь». Когда в сердцах людей просыпается стыд перед Аллахом, тогда открываются пути. Пусть в судный день Аллах скроет все наши грехи. Давайте чаще произносить истигфар, просить у Аллаха прощения. Есть 7 великих зикров. Давайте повторять их каждый день. Первое – Субханаллах. Давайте чаще произносить эти слова. Это значит, Аллах свободен от всяких недостатков. Мы – люди, а значит, несовершенны. У нас есть ошибки и слабости. Только Аллах совершенный, чистый, безупречный. Второе – Альхамдулиллах. Хвала Аллаху. Кому принадлежит вся хвала? Только Аллаху. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: лучшая дуа – это Альхамдулиллах. Когда Аллах вдохнул душу в Адама, мир ему, и он чихнул, тот первым произнес Альхамдулиллах. Поэтому, когда мы чихаем, мы тоже говорим эти слова. Это сунна Адама, алейхиссалям. Третье – Аллаху Акбар. Аллах велик. Это означает: Аллах великий, а мы ничто. Мы всего лишь создание. По-арабски махлюк, созданный. А Создатель, и только Он достоин величия. Четвертое – Ла иляха илляллах. Нет божества, кроме Аллаха. Это самое лучшее слово. Это слова веры. Они делают нас мусульманами, укрепляют иман и приносят спокойствие в сердце. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: тот, чьи первые и последние слова будут «Ла иляха илляллах», войдет в рай. Пятое – «Ла хауля ва ла куввата илля биллах». Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха. Вся сила только у Аллаха. Все остальное – слабые существа. Даже ангелы, которые держат арш, трон, постоянно произносят «Ла хауля ва ла куввата илля биллах». 7 небес и 7 земель держатся на этой великой фразе. Кто каждый день произносит это, Аллах помогает ему, избавляет от бед, наполняет светом и защищает. А кто говорит это утром и вечером и умрет в этот промежуток, будет записан среди шахидов. Шестое – истигфар, то есть: «О Аллах, прости меня и прими мое покаяние». Эти слова очищают душу и стирают грехи. Выше я подробно рассказал об истигфаре. И, наконец, седьмое – салават. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. О Аллах, благослови нашего пророка Мухаммада. Аллах говорит в Коране: поистине Аллах и его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте его миром. Когда мы слышим имя пророка, алейхиссалату вассалям, мы должны произносить салават. Тот, кто делает это постоянно, в судный день удостоится его заступничества. А если у человека в жизни трудности, неудачи или проблемы, пусть чаще читает салават, и Аллах облегчит его дела. Один человек спросил пророка, алейхиссалату вассалям: «О посланник Аллаха, как мне делать дуа?» Он ответил: «Начни с салавата». Тот спросил: «Можно я половину посвящу салавату, а половину дуа?» Пророк ответил: «Лучше больше салавата. А если 2/3? А если 2/3 салават, а остальное дуа, еще больше салавата? Тогда я лучше буду говорить только салават». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Это будет самым правильным». Потому что салават открывает двери для всех других дуа. Если хочешь, чтобы Аллах принял твою мольбу за детей, за жену, за мужа,
читай больше салавата. Вот эти 7 зикров: Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар, Ла иляха илляллах, Астагфируллах ва атубу илейх, Ла хауля ва ла куввата илля биллах, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Если ты будешь повторять их каждое утро и вечер по 100 раз, ты обретешь благословение в этом мире, умрешь с верой, и в день суда твое лицо будет сиять. Это обещанно. Потому что слова, угодные Аллаху и пророку, алейхиссаляту вассалям, исправляют все пути человека.